В эфире телеканала «Грозный» программа «Новости». В студии Луиза Хатуева. Здравствуйте. Столица Чечни отметит свой 200-летний юбилей. Наша задача, как можно больше людей, не только в нашей стране, но и во всем мире, увидели, как выглядит современный город Грозный и жизнь его жителей. В Москве прошло заседание комитета по подготовке и проведению Дня основания столицы Чечни. Курчилоевский район станет кузницей кадров для сельского хозяйства. В Бачиюрте открылся аграрный колледж. Подождать или уже покупать? У нас практически во всех школах учебников должно хватить. Стоит ли родителям рассчитывать на полный комплект бесплатных учебников для своего чада? В Москве прошло заседание оргкомитета по празднованию 200-летия столицы Чечни под председательством вице-премьера правительства России Александра Хлопонина. Участники рассмотрели план основных мероприятий, презентованный председателем правительства республики Абубакаром Эдельгериевым. По итогам обсуждений предложенный план был утвержден. Он включает 3 раздела и 46 мероприятий, основные из которых запланированы в 2017 году. Это культурно-массовые мероприятия, реставрационные работы на 12 объектах культурного наследия и ремонт исторических зданий. На эти цели в федеральном бюджете запланировано 258 миллионов рублей. Около 15 миллионов заложены в республиканском бюджете. Наш город Грозный – это город, наверное, самый непростой судьбой в современной истории нашего государства. Еще 2 десятилетия назад жители пережили страшную войну. Город был практически стерт с лица земли. Мы никогда не забывали, не забудем о подвиге героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который ценой собственной жизни перевернул практически трагическую страницу в истории Чеченской Республики и как раз положил начало тем созидательным процессам, благодаря которым мы сегодня видим город Грозный и другие города республики как красивые, современные города с сохранившейся культурой, традицией, присущие чеченскому народу. Мы сегодня видим детей, которые ходят в новые школы, в детские садики, видим современные перспективные предприятия. Я, на самом деле, часто бываю в городе, в республике, и каждый раз получаю колоссальное удовольствие от тех перемен, которые сегодня происходят в республике. И если еще несколько лет назад мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым обсуждали планы по разминированию города, то на сегодняшний день мы уже обсуждаем, как мы отметим грядущий праздник и как он будет, собственно, у нас проходить. Нам предстоит уже в текущем году. Первое – это, безусловно, культурно-массовые мероприятия, просветительская работа, популяризирующая город Грозный. И наша задача, как можно больше людей, не только в нашей стране, но и во всем мире, увидели, как выглядит современный город Грозный и жизнь его жителей. В проекте плана, который мы сегодня с вами обсудим, по этому блоку запланирован порядка 30 мероприятий. И еще 2 не менее важных направления касаются реставрации объектов культурного наследия и ремонта зданий, непосредственно связанных с празднованием юбилейной даты. На цели празднования юбилея запланировано в федеральном бюджете 258 миллионов рублей, около 15 миллионов рублей также заложено в республиканском бюджете. Уверен, что помимо этих средств власти республики смогут привлечь дополнительное финансирование из небюджетных источников. И я абсолютно уверен, что действительно мероприятие будет знаковым и пройдет на достойном уровне.
Все меньше времени остается до единого дня голосования. Жители страны и отдельных регионов будут выбирать глав субъектов, депутатов парламента и Госдумы. 18 сентября в Чеченской Республике откроется более 400 участков. Как они будут работать, как заполнять бюллетени и многое другое о многоуровневых выборах знает Рамзан Керимов. До одного из самых важных событий в политической жизни страны остается всего 19 дней. 20 территориальных и 444 участковых избирательных участков откроют свои двери для более 600 тысяч избирателей в единый день голосования в республике. В Чечне будут избирать главу региона, депутатов местного парламента и Госдумы Федерального собрания 7-го созыва, а также депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего в регионе пройдут 195 муниципальных избирательных кампаний. В 2 городских округах, 15 муниципальных районах, 2 городских поселениях и 176 сельских поселениях. Столь многоуровневые выборы в России проходят впервые. Если раньше избиратель, придя на участок, получал на руки 1 бюллетень, то 18 сентября их будет 6. 1 для голосования за кандидата на пост главы республики, и также по 1 для голосования за кандидата в парламент и представительные органы муниципальных образований. И 2 бюллетеня для выборов в Госдуму. Связано это с тем, что из 450 депутатов Нижней палаты законодательного органа страны 225 будут избраны по партийным спискам, а 225 по одномандатным округам. Несмотря на масштабность предстоящих выборов, повода для волнений нет, уверены эксперты. Подготовка идет активными темпами. Избиратель должен прийти, не забыв паспорт в первую очередь. Затем, заходя в избирательный участок, избиратель может в первую очередь подойти к информационному стенду для того, чтобы ознакомиться с кандидатами, может какие-то данные хочет узнать дополнительно. Помимо этого, на информационном стенде он найдет законодательную базу и все действия, например, как избиратель. Здесь будут у нас стоять таблички с улицами, где вот каждая улица будет ответственно сидеть работник, член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Предъявив свой паспорт, он уже получает у непосредственно члена комиссии 6 видов бюллетеней. Затем, получив бюллетени, расписав, соответственно, за каждый бюллетень отдельно свою росписью, избиратель подходит к кабину, где он уже изъявляет свою волю. Короче говоря, здесь, заходя в эту кабину, здесь у нас ручки лежат вот на этом столе. Он здесь делает свой выбор, за кого кандидат, за какую политическую партию. Он, соответственно, после того, как он это сделал, он выходит вот сюда. И вот сделан специально прозрачный уровень. Эти бюллетени складывают внутренней стороны для соблюдения тайного голосования, опускают вот в эту урну. В Ачхой-Мартановском районе более 40 тысяч избирателей. В единый день голосования их примут 24 избирательных участка. Жители муниципалитета, помимо всего прочего, будут избирать 19 депутатов районного совета и 140 парламентариев сельских поселений. Всего на 159 мандатов претендует 288 человек, из них 26 самовыдвиженцы. Ну а пока избирательные участки Ачхой-Мартановского района готовятся открыть свои двери в единый день голосования, кандидаты, в свою очередь, приезжают в муниципалитет, чтобы встретиться с избирателями. Магомед Даудов прибыл в район. Помощник Рамзана Кадырова встретился с жителями в Доме культуры. Кандидат в депутаты парламента региона призвал избирателей проявить гражданскую активность в единый день голосования. سنة تيرتون دي عقيدش ديانا دقمش حلقة دقوي ورسيا ديانا حلقة نوقتي شوي أمس بريميري يا لوشير هينزا شو ما خاطر ديك شومنس ديانا بريميري يا لوش ديانا تاع صوتياش نوش ديانا ويبرستو سا ديانا و ريسبوبليك شو يوقش خيوري وني أشخاص ما تعرفش شو ديانا اتبوت يعني شو حلقة ديانا ترجع وديانا أعمد عجينية ويقول باتشن رمضان حاجين كل ذاك النا واستيقظ نوعي خلقنا واستيقظ شوية خينا واستيقظ. По словам самих избирателей, отдать свой голос на предстоящих выборах – долг каждого жителя, который беспокоится за будущее своей страны и республики. Республика 18 сентября выборы еще. Пача харжаш выборы еще. Парламент харж выборы еще. 18 сентября еще лик эра вали
выборы авол массу вахвие шо ша догле шо саг. Основа любой власти начинается с выборов. Выборы – это основа демократии. И это необходимая часть жизни любого государства. Имение возможности выбрать, иметь возможность выбрать из кого-то – это прекрасная возможность. И слава Богу, что она у нас есть. Жители, которые не смогут прийти на участки в единый день голосования, смогут проголосовать дома. Также для граждан с ограниченными возможностями будут созданы все условия, в числе которых и специальные кабинки для голосования. Рамзан Керимов, Мансур Саев и Денис Хавхаров. Новости. Военнослужащие Центароя соревнуются в скорости и меткости. Силовики разделились на команды и отстаивали право лидерства в чемпионате по стрельбе. Состязания приурочили к 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни. Наш корреспондент наблюдал за учениями. Лучшие из лучших. На территории кадетского корпуса имени Рамзана Кадырова собрался весь личный состав гарнизона села Центарой. Уровень и профессионализм бойцов оценивали министр внутренних дел по Чеченской республике Руслан Алханов, командир СОБРы Терек Абузейд Висмурадов, командир полка ППСП имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аслан Ирасханов и командир батальона специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБРы Терек Хусейн Межидов. Открывая соревнования, Руслан Алханов подчеркивает необходимость совершенствования навыков правоохранителей. Десять команд по 5 человек соревнуются в меткости стрельбы. На счету каждый патрон и честь родного подразделения. Мишени падают одна за другой. Здесь же Руслан Алханов демонстрирует бойцам навыки стрельбы. После упорной борьбы выявляются призеры. По итогам соревнований третье место заняла 4-я рота гарнизона села Центарой. Серебро забрала городская группа гарнизона. Золото у центральной базы. Обладатели первого места получили также переходящее знамя победителей соревнований с изображением первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Первое место в соревнованиях по силовому многоборью по пулевой стрельбе занимает центральная база села Центарой. Саид Ахмадов, Рамзан Керимов. Новости. Курчиловский район станет кузницей кадров для агропромышленного комплекса. Там открылся новый колледж. Одновременно в нем смогут обучаться более 500 студентов. На торжественную церемонию открытия прибыл министр образования республики. Подробности у нашего корреспондента. Аграрно-технический колледж в селе Небачиюрт назвали в честь народного учителя республики Шахида Калиева, который в свое время был учителем первого президента Чечни. Когда на этом месте стоял учебно-производственный комбинат, здесь глава республики Рамзан Кадыров учился на водительских курсах. Теперь это большой современный учебный комплекс, который полностью оснащен современным оборудованием. В торжественной обстановке красную ленту разрезали министр образования и старейшины села. Хорошо думалось, юхайна дона, совещание гелия, дон шилка ускоревания, дон шилка ускоревания, проблем озвучить Рамзанович алия, дон бой и учебное заведение шагала хилат саш, дон район шкаят езушный даже таган дон обжитый шиец, беш набах каба кадон, дайнамш сансагат, дон тут еду на хуза, здесь هو مطلق ماشي بتاع
учебно-производственный комбинат, азаман, сайтебно, дешерон, меткалас, он дала закон образования, дахицем, что это она вот что и что побудем цоя, бачу талона, агрантический колледж. Затем гости смогли оценить условия, в которых будут учиться студенты. Для их обучения сформирован коллектив преподавателей высших учебных заведений. Здесь уверены, что выпускники техникума станут востребованными специалистами не только в Чеченской Республике, но и в других регионах страны. По многим специальностям больше готовят дедушка, база ума, юг, оуштых, акцент, условия создать инките, условия создать елшую, алшую, где-то 550 посадочных мест на этот год. Наборы эксцеллента, педагогический состав, Я хочу поблагодарить руководство республики Рамзана Ахматовича за такой щедрый подарок нашему селу, нашему району. И мы сделаем все возможное от нас зависящее для того, чтобы из стен нашего колледжа вышли достойные жители и специалисты для народного хозяйства республики. Для жителей Бачиюрта, да и всего Курчелоевского района, открытие аграрно-технического колледжа имеет большое значение, поскольку теперь местная молодежь сможет получить качественное образование, не выезжая за пределы муниципалитета. خزاخ يتصرخ مس يتصرخ على دق بركة خيقوش ديريكترنا خز خيتيتهم هريلنا مص معي خدوه دليش قالخو تعبير دليش مدبيش سجيت صديوش خباشي يفتح هرخيل دقي ديتهم مصنا يحكي عن بركتهم هرخيلش ليريس خلق هريل دقدي انشونا هريل انشونا البيكينا مصنا ليريس خباش قيتش نعرفش ديش ليلة داس قايل خلش خصيت يرتنا يقام بقرمصنا. Аграрно-технический колледж готов предложить 10 направлений профессиональной подготовки. Именно отсюда выйдут будущие автомеханики, закройщицы, соцработники, агрономы, медицинские работники и другие специалисты среднего звена. Хавая Адива, Рамзан Джамбеков, Ислам Расуев. Новости. Одна из самых больших статей расхода семейного бюджета перед началом учебного года в Чечне существенно сократилась. Речь идет о школьных учебниках, которых в этом году должно хватить, если не всем ученикам, то большинству. В Министерстве образования и науки заявляют, что серьезной нехватки книг в этом году точно не будет. Обо всем по порядку. Амина Магомадова. 1 сентября – праздник для учащихся и начало учебного года. А это значит, что к такой серьезной дате нужно основательно подготовиться. Торговые точки и магазины предлагают большой ассортимент товаров для школьников, а родители, исходя из своих возможностей, покупают все необходимое. Раньше, наряду с формой, портфелем и канцелярскими принадлежностями, родители были вынуждены приобретать еще и учебники. Однако в этом году серьезной нехватки школьных книг не будет, обещают в Министерстве образования и науки Чеченской Республики. Проблемы могут быть, но они не будут носить массовый характер. Я вам должен сказать, допустим, в соседних регионах учебниками обеспечены только начальные школы. В других, значит, порядка 60-70%. У нас практически во всех школах учебников должно хватить. Число учеников увеличивается с каждым годом, поэтому постоянно приходится пополнять книжный фонд. Вместе с тем растет и износ учебников. Этот фактор тоже надо учитывать, считают в ведомстве. Между тем, в самих школах считают, что нехватки учебников, как былые годы, в настоящее время нет. Но некоторые книги все же придется приобрести. Книгами нас обеспечивают в довольно-таки полном объеме, но я могу сказать, что по некоторым учебникам у нас есть нехватка, это в основном английский язык. Есть учебники по истории, когда не совсем совпадают с авторами. При таком большом количестве, вы знаете, каждый год по новым федеральным стандартам у нас меняются и содержание учебников, и уровень преподавания. В начальной школе у нас мы занимаемся по системе, кроме одного класса, это школа России. Там в основном комплекты, они все укомплектованы. Но опять-таки, если вот классов очень много, и поэтому если есть даже какая-то недостача, то это в единичном количестве. Главное, образовательные учреждения республики к учебному году готовы. Преподаватели с волнением и радостью ждут своих учеников, по которым уже успели соскучиться. Амина Магомадова, Магомед Мударов. Новости. В
В Грозном продолжают устранять последствия удара стихии. Напомню, разбушевавшаяся непогода вечером 27 августа нанесла значительный ущерб региону. В результате большая часть столицы и несколько районов республики остались без электричества. По поручению Рамзана Кадырова был создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Экстренные службы отреагировали на разгул стихии максимально быстро. Подача электричества была осуществлена уже на следующий день после урагана. Сейчас рабочие заняты восстановлением объектов наружного освещения. Также в результате стихии частично была нарушена телефонная и интернет-связь. В настоящее время оператор завершает ремонт коммуникаций. В аварийном режиме работаем над поддержанием узлов, которые отвечают за крупные населенные пункты и группы абонентов, как юридических, так и физических лиц. Основное повреждение, которое было нанесено, это было нанесено кабелю. И также поддержание энергоснабжения. Мы постараемся свести на минимум количество участков поврежденных. Главное нам сейчас восстановить сервис, чтобы наши абоненты не испытывали проблем ни с доступом в сеть интернет, ни с мобильной и фиксированной связью. В республике гостит именитый футбольный тренер Валерий Газаев. Под его руководством московский ЦСКА взял первый в истории российского футбола Кубок УЕФА. В этом году легендарный наставник футболистов выпустил книгу под названием «Путь воина» тиражом около 3000 экземпляров. В ней он рассказывает все секреты своего успеха. С гостем столицы пообщался Саид Ахмадов. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Добрый день. Первое, что мы вам говорим, это добро пожаловать в Грозный. Спасибо. Тем более очень красивый город Грозный. Да. Я проехался. Потрясающий город. Так, какие у вас впечатления? Ну, самые лучшие, как можно говорить. Очень красивый город, прекрасно цветущий. Видно, что действительно здесь и социальная, так сказать, сторона, и все остальные вопросы, они достаточно четко решаются, поэтому в целом я вижу только положительное. И более того, действительно вижу красивые улицы, красивые здания, красивые стадионы, спортивные площадки, поэтому все это, конечно, очень радует. И дай бог, чтобы все наши города выглядели так, именно так. А нам известно, что вы не впервые в Грозном. Да. Может быть, у вас есть здесь свое излюбленное место? Вы знаете, я чаще приезжаю сюда. Во-первых, у меня здесь и друзья. Во-вторых, здесь в основном приходится приезжать, когда футбольные спортивные матчи. Поэтому, конечно, в основном приезжаю только по спортивным делам. Ну и, безусловно, совсем недавно, 2-3 недели назад приезжал в Грозный. Тоже встреча у меня здесь была. Так что в целом я часто бываю здесь. Вы первый человек, будучи тренером команды ЦСКА, выиграли Кубок УЕФА. Как вы оцениваете игру наших футболистов, именно команды Терек? Терек очень хорошая команда, очень сбалансированная. И в прошлом году немножко не хватило для того, чтобы попасть в зону УЕФА. Сейчас команда очень неплохо выглядит и идет в верхней части турнира таблицы. Так что я желаю Тереку больших побед. Тем более знаю, что сколько внимания уделяется руководством республики для того, чтобы действительно Терек вошел в группу команд, которая бы представляла нашу страну и в Кубке УЕФА, и, дай бог, в Лиге чемпионов. Известно, что вы в этом году баллотируетесь в Госдуму. Какую пользу вы думаете принести нашей стране в целом? Надеюсь, в будущей Государственной Думе буду отстаивать позиции северокавказских республик. Конечно, так сказать, не только в политике, экономике и бюджетировании, но и, безусловно, скорее всего, так сказать, акцент спортивной деятельности. Конечно, это мне ближе, поэтому в целом, так сказать, посмотрим, какие вопросы насущные, и, безусловно, буду твердо отстаивать позиции республик, которые меня делегировали. Хорошо, вы говорите, что вам это интересно, вы за это все болеете, за ситуацию, которая происходит в Северном Кавказе. Пожалуйста, назовите наиболее значимые проблемы, которые необходимо решить, наиболее 3 значимых проблем. Значит, и социальная справедливость, это первое. Второе, конечно, помощь семьям, значит, поддержка и помощь семьям. Третье, значит, я считаю, что нам необходимо вернуть, значит, и образование, отечественное образование, которое было раньше, значит, и в науке, и в образовании, так сказать, в школьном предметах. Я думаю, что это все вопросы, которые на сегодняшний день, значит, насущны, конечно, так сказать, их необходимо вернуть. Вы уже ознакомились со всем этим. В каждой республике свои проблемы, мы это знаем. Вот, а в Чеченской республике существуют такие проблемы?
Ну, видимо, по тому, что я вижу, проблемы, которые бы существенно влияли на жизнь и деятельность людей, мне кажется, я не вижу. Тут достаточно спокойно, справедливо. Вообще, во-первых, так сказать, очень стабильность, а стабильность – это уровень класса и мастерства. Поэтому вот республика цветет. Вот я проехал по всей республике, сейчас выезжал. Значит, да, и, кстати, вы буквально, из Дагестана приехали сюда, в Чечню. Ну, и все наши республики, у всех хорошие свои плюсы и минусы. Но надо отдать, и только, наверное, слепой не видит то, что сегодня, и какие преобразования сегодня у вас в республике. Поэтому, конечно, в этом, безусловно, заслуга лидера нации. Рамзан Ахматович очень хорошо знаю, так сказать, и, безусловно, какие усилия он прилагает для того, чтобы действительно облегчить жизнь, жизнедеятельность своего народа, и это только надо приветствовать. Пользуясь случаем и возвращаясь к спортивной теме, вы же бывали на стадионе Ахмат-Арена. Да, потрясающий стадион, великолепный стадион. Я еще раз хочу сказать, что очень много делает руководство республики, очень много делает для футбола, для спорта, культуры, науки. Я вижу, и в частности встречался здесь с академиком, и видел, что насколько, так сказать, это мощно, развивается ваша республика, и можно только, так сказать, действительно порадоваться за это, для того, чтобы, так сказать, все республики развивались. Есть хороший пример, и в целом, так сказать, я могу говорить только о позитиве, который, так сказать, сегодня есть в вашей республике. Спасибо огромное, что дали нам интервью и нашли для этого время. Спасибо, желаю, так сказать, удачи вам, всего хорошего. Спасибо. В Грозном в торжественной обстановке встретили бронзового призера Олимпийских игр Рио-де-Жанейро Альберта Саритова. Чеченский борец вольного стиля выступал на главном спортивном событии лета под флагом Румынии. В 1/4 он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, американцу Кайлу Снайдеру. В утешительных схватках Саритов одержал 3 победы и завоевал бронзу в весовой категории до 97 килограмм. Таким образом, Альберт – единственный чеченец, который завоевал медаль игр в Рио. Рамзан Ахматович Кадырова там поддержал, Делимханов Адам Султанович. Они поддержали, все получилось. Я сходил. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.